Ну что ж, наконец-то, дорогие друзья, появилась возможность всех вас услышать, прочитать ваши сообщения, так как стартует программа «Кефир», и в течение целого часа мы будем вместе с вами. Я вас всех приветствую, зовут меня Айджамал Осмонова, и напомню, что на этой неделе мы говорим на тему красоты. Дорогие друзья, я думаю, что тема эстетики всегда актуальна, вне зависимости от времени года, вне зависимости от тех событий, которые происходят вокруг нас, ведь всегда мы тянемся ко всему изящному и ко всему прекрасному. Дорогие друзья, напомню, доступен номер прямого эфира 97 50 05, номер WhatsApp 0706 97 50 05. Сегодня речь пойдет о прошедшей недавно выставке, которая имеет название Beauty Expo. И сегодня у нас в гостях очаровательные победительницы, дорогие друзья, конкурсов, которые проходили в рамках данной выставки. Присоединяйтесь к нам, будем вас всех ждать, а сейчас я уже рада приветствовать наших гостей. Это Чинара, Гуляим и Марина. Каждая из них является исключительным специалистом в своей сфере. Давайте, девчонки, знакомиться. Хочу, чтобы каждая из вас немножко рассказала о том, чем занимается. Я думаю, с ваших уст это будет звучать намного интереснее. Марин, давайте начнем с вас. Ну, я мастер ногтевого сервиса по наращиванию, дизайну ногтей. Гуляим у нас сидит по центру, девушка в черном. Я, получается, 5 лет уже занимаюсь ногтевой сервисом, а 3 года по макияжу. Но макияж для меня как хобби, можно сказать. И также Чинара у нас сегодня в гостях. Я занимаюсь стилистикой, я парикмахер-визажист, также я руководитель салона красоты. Остается только мне представиться, сказать всем привет, я Джамал и я ведущая. Анонимный клуб любителей красоты, одним словом. Ну что ж, девочки, хочется все-таки немножко, чтобы вы рассказали о том, что вообще это в целом была за выставка, что это были за конкурсы, потому что, насколько мы видели, судя по рекламе, это был достаточно масштабный проект. Гуляим, пожалуйста, расскажите нам о том, что это за Beauty Expo. Beauty Expo, получается, как я знаю, уже второй год у нас устраивает, благодаря Фирузе, то, что я даже рада, то, что в Кыргызстане такие как бы большие, можно сказать, мероприятия устраивает. Я в прошлом году среди юниоров участвовала, благодаря им для меня опыт был, и в Астану съездили, и для Кыргызстана очень хорошо. И в этом году как бы мы как победители вышли. Ага, вот. Хорошо. Как победители вы, как я поняла, продолжаете участвовать уже в последующих этапах. Да, да. Там, получается, было по подиумному макияжу и по фантазийному макияжу. Хорошо. Вот я хотела бы, чтобы также нам Чинара немножко рассказала о том, какое место вы заняли в данном конкурсе, что это был за конкурс, сколько человек участвовало, сильные ли были конкуренты? Да, я участвовала в 3 номинациях: модная женская авангардная стрижка и покраска, и модная мужская стрижка авангардная и покраска, также и прически были у меня. Да, участвовало около 80 человек. Стилисты все были. Это международный конкурс. Ну, нам первое дали задание, чтобы мы создали целостность образа, создали стилистику, и по регламенту мы это все создали и также отправили эти фотографии в Москву. Это был первый этап отборочный. Это первый отборочный этап. Вот где-то 80-70 человек, стилистов, отправляли все фотографии. Также потом в Москве сделали отбор, и в самом конкурсе, конечно, участвовали по прическам около 7-8 человек, и также по стрижкам чуть меньше. Расскажите, пожалуйста, нам о том, какие вот основные победоносные цели вы себе ставили перед тем, как выиграть. Что сопутствовало вашему успеху? Ну, так как я участвую всегда в таких конкурсах, ну, это не первый год я участвую, но в таком чемпионате я первый раз участвую, потому что он первый раз у нас проводится. Я привыкла побеждать. Поэтому изначально я говорила, я пойду побеждать, я пойду, я сделаю так, чтобы не опозориться, я сделаю так, чтобы все было идеально. То есть я старалась. Конечно, были моменты, когда
мне сказали, что моя по третьей номинации работа не прошла, то есть по прическам, хотя было все достаточно качественно сделано. Вот тогда я очень сильно расстроилась на самом деле. Я думала, я не выиграю, боже мой. Потому что когда ты участвуешь во многих категориях сразу, да, уже баллы накапливаются, то есть больше баллов и больше возможностей выиграть. Поэтому за короткий срок я постаралась все 3 номинации взять. Некоторые брали только 2 номинации или одну, а я постаралась все 3. Как я поняла, это вот один конкурс, например, если мы говорим про прически, который состоит из нескольких еще мини-конкурсов, номинаций. И тот человек, который выигрывает во всех номинациях, получает гран-при, одним словом. Ну, если не только во всех, просто если качественная работа, и когда жюри присуждает, вот, баллы ставят, да, то у кого, конечно, наивысшие баллы, то они, конечно, выигрывают. Расскажите, какие образы вы сотворили? Образы, у меня был рок-стиль, была куколка, прически были, то есть, и также был мужской образ в стиле, ну сейчас очень креативно, в стиле, ну, неординарная такая, одежда неординарная была, и стрижка неординарная по моде 2015 года была. Хорошо, интересно очень. Гуляй, вот интересно, как вы экспериментировали со своими моделями? Да, у нас образы были так, по подиумному и по фантазийному, и макияжу. Я макияжу не успела, конечно, у нас же, как всегда, последний момент, мы готовимся же. У нас 10 дней осталось, у нас Аделя Даширова из Казахстана приехала, нам мастер-класс показывала, она говорит, вот полгода готовьтесь, девочки, там дизайнеров находите, по прическам мастеров находите, готовьтесь. А у нас 10 дней осталось, у нас вот салон Мариша нам очень хорошо помог, наш коллектив, мы даже до 3 до 4, то, что бывало, то, что не спали, готовились очень хорошо. И вот по подиумному первое место получили, а по фантазийному второе. Хорошо. Вот мне интересно, каким образом вообще проходит подготовка? Насколько я поняла, на самом финале нужно, так сказать, телевизионным термином, если говоря, в прямом эфире все продемонстрировать перед всеми. Да, так ли это? Каким образом проходила подготовка? Вы ставили себе какое-то время, за которое вы должны были завершить прическу? Конечно. Или просто пробовали? Да. Тут получается определенное время дает по подиуму только 60 секунд, это 60 минут, то, что вы должны закончить полностью. И реснички, и глаза везде полностью, и рисунок должен быть готово. Очень, конечно, мало времени, а по фантазийному час 30 минут успевали. А там, получается, уже жюри смотрит под софитами, под всеми этими, там каждый, если лишнее движение, штрафные баллы, очень строго было. Ну какой же визаж без идеального маникюра у нас? Я хочу напомнить, еще Марина сегодня в гостях, она является мастером по ногтевому сервису. Марина, расскажите нам, пожалуйста, о том, какие задачи перед вами стояли, которые показались вам сложными или, быть может, наоборот, легкими? Ну, у нас в ногтевом сервисе было 5 номинаций, из них я в 4 участвовала. 2 из них это была домашняя работа, фотоконкурс. Первое — «Создай свое портфолио», и второе — «Ногти в образе клиента». Ногти в образе клиента я взяла тему «Восточная красавица», вот, сделала шикарные ногти, но расскажу отдельно потом, как мы, конечно, готовились к фотоконкурсу. Это было очень тяжело, но мы добились того, я добилась того, чего как бы хотела. Хорошо, вот девочки, понятно, достигли пьедестала, так скажем, да, в данном мероприятии. А каких призов вы удостоились? Нам подарили... Помимо вот этих вот замечательных золотых кубков. Да, нам подарили сертификат на участие в Невских берегах. Будет проходить в феврале в Санкт-Петербурге. То есть это международный чемпионат. Вот. По номинациям, которые мы заняли, мне дали по гель-лаку. То есть нужно поехать и участвовать, представлять Кыргызстан в нашем лице. Такая большая честь и вообще такая возможность развиваться дальше. Большое спасибо организаторам, которые
дали такую возможность. Как здорово. Вот интересно, как же проходил конкурс именно на самом мероприятии по ногтевому сервису? Сколько минут вам давали, если, скажем, на визаж дается час или полтора? Должны ли были вы наращивать ногти перед всеми, или это был просто дизайн? Тоже каждый конкурс ограниченное время давали нам. Вот. В очном конкурсе, в двух очных конкурсах я участвовала. Это наращивание ногтей, выкладной френч на форму. И второе, работа с гель-лаками. Я знаю, что эта работа очень кропотливая, и если поторопишься, не дай бог, можно гель не там капнуть, можно рисунок испортить. Вот в чем ваш секрет? Ну, в начале первый конкурс, который был, наращивание, если честно, я так переживала, волновалась, у меня дрожали руки, у меня вообще не получалось сделать ровно ничего вообще просто. Сильно переволновалась, даже успокоительное мне не помогло. Вот. А уже второй, потом я когда поняла, что в принципе бояться нечего, я успокоилась, подумала, взяла себя в руки, что сделаю все, что я могу, все, что я умею. Вот. И второй конкурс как бы на одном дыхании прошел. Когда я увидела образ, который нам давали, у нас было задание на одной руке сделать идеальный френч, а на второй руке мы должны были создать дизайн под образ девушки. То есть нам всем выдавали образ на картинке, одинаковые, там была жеребьевка, несколько рисунков, лицо незаинтересованное выбирала, и какой достался, значит, мы по этому образу девушка на подиуме, там, в наряде, и мы должны были создать на одной руке, повторить какой-то элемент костюма, который на ней. Вот. Должны были все на руке. Ну что ж, замечательно, что все-таки создается некая площадка для талантливых мастеров, чтобы продемонстрировать свои умения и навыки. Я напомню нашим уважаемым телезрителям, что с нами сегодня прекрасные девушки. Это Чинара, Гуляим и Марина. Чинара является стилистом по прическам, Гуляим по визажу, а Марина по ногтевому сервису. Если у вас есть вопросы относительно темы красоты к нашим милым гостям, то присоединяйтесь к нам. 97 50 05, номер прямого эфира с кодом 0312, а также номер WhatsApp общедоступен 0706 97 50 05. Ну что ж, а сейчас для тех, кто особо сильно заинтересовался данным мероприятием, которое совсем недавно прошло в Кыргызстане, я предлагаю посмотреть рубрику «Кей-фото». Говорят, что красота требует жертв, дорогие друзья, но я думаю, что многие девушки со мной согласятся, что на эти жертвы мы идем намеренно и готовы тратить свое время, готовы обращаться, искать тех мастеров, которые достигнут и добьются того результата, который мы хотим видеть. И поэтому эту тему мы сегодня и обсуждаем. Сегодня тема красоты, дорогие друзья, на повестке дня. И напомню, что мы обсуждаем
в том числе и мероприятие, которое относительно недавно прошло в Кыргызстане. Это выставка индустрии красоты под названием Beauty Expo. Международного уровня выставка, в рамках которой были продемонстрированы работы мастеров ближних стран, соседей Кыргызстана, среднеазиатских стран, а девушки, представительницы различных сфер деятельности, сегодня вместе с нами, они выиграли гран-при. Каждая из них является победительницей. Это Чинара, Гуляим и Марина. Девчонки все как на подбор, вот, и я вот сейчас за кадром даже заприметила, что вот прям как группа Виагра, да? Такие красивые, блондинка, брюнетка и рыжая. Ну что ж, девочки, хочется узнать все-таки о том, насколько часто вы экспериментируете со своей внешностью. С клиентами это все понятно, но есть такое избитое выражение, что сапожник без сапог. Как у вас чаще всего бывает? Расскажите, пожалуйста, нам. Так бывает, без сапог. У меня вообще, например, времени не хватает на ногти. Только сегодня я, когда узнала, что нам нужно идти на эфир, я быстро-быстро все одной рукой сюда, другой сюда, быстрее сделала себе чуть-чуть хоть В повседневной порядок. жизни вы ходите В повседневной без вычурного жизни, какого-то маникюра? страшно посмотреть, ну, как бы. Но я стараюсь, конечно, чтобы более-менее нормальные были, но наращивать я себе не наращиваю. Раньше наращивала, сейчас времени не хватает на ресторан. Чинара, у вас как дела с этим обстоят? Ну, у меня, конечно, тоже времени нету, но я стараюсь уделять для себя время, потому что я являюсь директором салона, также стилист, поэтому, от частности, приходится улыбаться постоянно и постоянно что-то с собой делать. Выглядеть хорошо. Да, выглядеть хорошо и экспериментировать. На самом деле я очень часто экспериментирую над своими волосами. Вот, также умею ухаживать, поэтому все удивляются: до сих пор у тебя волосы не выпали? Я говорю, нет, следуйте за мной, говорю. Поэтому я думаю, что надо экспериментировать, и не надо бояться. А что вы вообще порекомендуете девушкам, которые хотят что-то изменить в себе? Стоит ли вот самые смелые образы воплощать в реальность, либо нужно постепенно к этому приходить? Ну, если хочется, сильно хочется, есть сильное желание, то я бы даже посоветовала бы сразу прийти к изменениям. То есть, особенно девушки, когда у них имидж меняется или цвет волос, что-то меняется, они и изнутри себя другую чувствуют, да, по-другому чувствуют, ведут себя уже по-другому. Поэтому, если уж меняться, то можно кардинально меняться, я так думаю. Ну что ж, я хочу зачитать те сообщения, которые нам приходят посредством WhatsApp. Нам написал телезритель, чей номер заканчивается на номер 35. Вы такие красивые, написал нам комплимент наш зритель, спасибо большое. Следующий телезритель нам также пишет и задает вопрос нашим гостям. Девушки, добрый вечер, поздравляю вас с победой. Хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, хочется мне что-то поменять в себе. С чего нужно начать? За кем стоит подражать? Такой вот незаурядный вопрос пришел от Саиды. Есть ли вот какой-то совет, напутствие? Стоит ли вот найти какой-то свой образ, либо, может быть, подражать каким-то известным голливудским звездам? Что вы советуете, вот, например, Гуляим, например, если это о визаже идет речь? Да, если вот клиентка к нам зайдет, скажет, мы хотим как бы прям измениться до этого, мы посмотрим, конечно, черта лица, какие волосы, какие подойдет. У нас большинство же азиатки, как бы очень трудно с азиатками работать, честно говоря, и под этот будем подстраиваться. А почему сложно с азиатками работать? Вот мне Вот, интересно стало. если по волосам как бы взять, получается, волосы у всех жесткие. Ну, и по лицу у нас в основном кругленькие и красные щеки, мы должны обязательно, да, обязательно должны корректировать, визаж обязательно должен быть, и ногти как бы само собой. Хорошо. Да. А вот основной каприз какой, вот, Марин, хочется из вашего опыта такую небольшую часть, какую-нибудь историю, какую-нибудь, может быть, услышать. Ведь клиенты все-таки чаще всего бывают капризными, я думаю. Ну, мои клиенты в основном требовательнее, знают, чего они хотят, потому что я практически, я специализируюсь на дизайнах, то есть я хорошо рисую и могу сделать любой дизайн, который попросят или принесут мне мои клиенты. Вот. То есть для меня сложности не представляет ничто вообще, ну, в ногтях. Вот. Поэтому в основном женщины, которые
в своей молодости не получили, не было этого. Они приходят и хотят, чтобы было красиво везде. Такие перфекционисты, Да, а на каждом ногте и одинаково. Ну, чаще всего они удивляются, как можно нарисовать так, чтобы было одинаково. Это, наверное, наклейки, все спрашивают. Вот. Ну, нет. Но Как вы по миллиметрам измеряете, чтобы все одинаково Нет, было? это просто опыт и, ну, видение, как бы, все равно, когда ко мне клиент приходит, я смотрю тоже на внешность также, что подойдет ему, потому что бывает, клиент не знает, что она хочет, просто я хочу быть красивой, и обязательно нужно смотреть под образ девушки, женщины, что ей подойдет. В ногтях это тоже важно, как бы. Я знаю, что немаловажна усидчивость в вашей работе именно для мастеров ногтевого сервиса. Каким образом вы находите себе силы, терпение, чтобы сидеть так много часов и кропотливо трудиться? Ну, когда своя работа очень нравится, ты ее любишь, ты время не замечаешь, как пролетает. Вот. То есть я отдыхаю на своей работе, если честно. И я даже не замечаю, как пройдет время, у меня просто результат. И я иду к цели, добиваюсь результата, меня это удовлетворяет, и я понимаю, что вот оно то самое, и я прихожу домой усталая, но счастливая. Я не чувствую, во время работы я не чувствую усталости, что вот надо походить, размяться. Этого не чувствуешь только домой, когда приходишь. Но если в ногтевом сервисе мастера чаще всего сидят, то мастера по прическам чаще всего стоят. Да? Чинар, я знаю, что есть много опасных заболеваний от того, что мастерам постоянно приходится быть на ногах. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то, я не знаю, может быть, гимнастические упражнения, которые вы делаете для того, чтобы их избежать? Все-таки работа тоже сложная на ногах. Да, на самом деле, да, у стилистов, парикмахеров постоянная ходьба по салону туда-сюда, и постоянно надо стоять. Вот, и, конечно, бывают заболевания там и так далее, но я думаю, что если ты любишь эту работу, да, и если ты уже выбрала стать стилистом, то надо также то есть заниматься там фитнесом, зарядками, там, также процедуры всякие разные для себя делать. И, конечно, я думаю, и заболевания долой. Ну, мне очень дельные советы для тех мастеров, которые, возможно, только ступили на данную, дорогие друзья, сферу. Ну что ж, Гуляим является мастером по визажу, и, Гуляим, я знаю, что сейчас, вот, например, очень много фильмов у нас снимается, киноиндустрия активно развивается, и визажисты у нас на расхват. Пробовали ли вы себя как гримера? Как гримера, получается, я как бы не пробовала, но клиентки к нам приходят, но кто в клипах снимается, кто там, ну, каких-то таких маленьких кадрах, они приходят, для них специальные косметики. Для фильма, получается, отдельная косметика идет, для эфира отдельные косметики. А такие клиентки приходят. А именно, получается, вот эти фильмы же ужас, не ужас, нет. Я, например, я бы, если даже предложили бы, я не смогла бы. Мне кажется, я люблю красоту делать, получается, а вот эти ужасы я сама боюсь. Вот. Ваша работа, как я поняла, в основном в салоне проходит? В основном, да, в салоне проходит. И конкурсы. Пробовали где-то вот на выездах, на съемочных площадках? На выездах нет, не пробовали. Вот получается, когда концерты эти, тогда да, а так нет. Хорошо. В основном в салоне ходит. Я хочу напомнить еще раз номер прямого эфира 97 50 05, номер WhatsApp 0 706 97 50 05. И сейчас хочу зачитать те сообщения, которые нам поступают. Пришло сообщение от телезрителя, чей номер заканчивается на 18. Девчонки, поздравляем! Где вы обучались и сколько времени это заняло? Ну, если с меня начнем, я обучалась в школе Екатерины Мирошниченко в России, в Ростове, в головном офисе ее. Вот. Ну, я очень много курсов у нее прошла, практически все.
Там Вы обучалась. специально ради этого поехали в Россию? Я каждый год обязательно или 2 раза в год я езжу на повышение квалификации, обязательно к ней туда в школу. Хорошо. Девчонки, а вы? Каким образом вообще, вот интересно, вы оказались в этой Я, сфере? получается, Какую училась в школу 3-м лицее, базу получила, вот, базу именно по маникюру и по визажу. А так, остальное время я стараюсь, чтобы всегда на семинары участвовать, вот такие конкурсы, как бы, такие конкурсы тоже большой опыт приводят. И, как многие мои клиенты говорят, то, что от Бога, наверное, дано, то, что рисунки, не рисунки, вот. Чинар, вот вы как считаете, действительно нужен ли какой-то талант? Вот нам как раз от Айбека пришло сообщение от нашего телезрителя. Здравствуйте, девушки. Вот моя сестренка, ей 15 лет. Она очень хочет быть мастером по красоте, по наведению красоты, да, как мы поняли. Что вы можете посоветовать? Ну, начнем с того, что если она очень хочет, то есть если есть желание, стремление, то я думаю, у каждого человека это может быть. Дар, конечно, должен быть дар, но это можно развивать. Я думаю, у каждого человека что-то можно развивать. Поэтому, если она сильно хочет, если она чувствует, что это ее, то ей нужно заниматься этим. А во сколько лет вот нужно начать? Действовать? Ну, я думаю, если 15, и даже сейчас можно начинать Да, там развивать себя, читать. Дома, журналы. может быть, экспериментировать. Конечно, даже. на подружках. Да, на подружках можно экспериментировать. То есть уже сейчас можно начинать. Хорошо. Ну что ж, я думаю, сейчас чуть позже мы вернемся к теме, собственно, по которой мы сегодня здесь и собрались. Это мероприятие, это бьюти-выставка под названием Beauty Expo, выставка индустрии красоты, которая совсем недавно состоялась в Кыргызстане, и девушки, с которыми я беседую, это финалистки, которым достались гран-при по самым различным номинациям. Мы продолжим беседу вскоре, а сейчас будет небольшая рекламная пауза, во время которой вы можете нам отправить свои сообщения и дозвониться. Будем всех вас ждать с нетерпением. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Напомню, что на этой неделе мы говорим на тему красоты. Действительно, очень важная ниша в жизни каждого из людей, ведь мы все каким-то образом соприкасаемся с красотой, выходим на улицу, видим какие-то замечательные пейзажи, мы видим своих друзей, которых, безусловно, считаем красивыми, смотримся в зеркало в конце-то концов и хотим быть еще красивее и самосовершенствоваться. И, собственно, именно в этом деле нам помогают мастера, это визажисты, это стилисты, это парикмахеры и не только. И очень здорово, что для таких талантливых людей проводятся различные мероприятия. Вот многие говорят, что в Кыргызстане сфера красоты у нас развита не очень сильно и, можно сказать, на таком этапе зарождения, но, как бы то ни было, мы видим совсем другую картину. Совсем недавно состоялась выставка индустрии красоты под названием Beauty Expo, которая прошла на международном уровне. И сегодня у нас в гостях финалистки, девушки, которые удостоились гран-при. Это Чинара, стилист по прическам, Гуляим, стилист по визажу, и Марина, мастер по ногтевому сервису. Ну что ж, мы уже поговорили о том, какие призы вручили победителям, мастерам по ногтевому сервису. И хочется узнать у девчонок, что такого приятного выиграли вы? В этом году прям очень много подарков было. Получается, вот Beauty Expo, они, каждая компания, они между собой как бы договариваются, что ли, и подарки каждая фирма по чуть-чуть дает. В этом году мне очень много подарков дали, честно говоря, я не ожидала. С пустыми руками никого, да, не Нет, оставили? даже мы в конце объявляли то, что гран-при мне дали, а у меня в руках и подарки, и упаковки, и цветы. И некуда было, получается, деть. Большое спасибо им, фирмам. А поездка какая-то? Поездка, получается, вот, по сумме баллов Санкт-Петербург, 5 дней, повышение квалификации дали мне. Я очень рада. Здорово. А Чинар, вы какой приз получили? Также, как уже девчонки повторились, то есть очень много подарков было, то есть это кубки. Я 3 раза выходила на сцену, получала один за другим кубки. Первое место за модные стрижки женские, первое место по мужским стрижкам. Также потом вышла за гран-при был
поездка в Барселону. То есть я выиграла поездку в Испанию, и я пока точно не знаю, сколько дней, сколько, куда, как, что, но сказали, что это Академия Olymp Professional, то есть на обучение. То есть я еду на обучение. Здорово. Ну и обучитесь, и попутешествуете, да? Двух зайцев вы бьете. Девчонки, нам поступают сообщения, и, как мы и обещали нашим зрителям, они смогут задать любые вопросы. Телезритель, чей номер заканчивается на 60, задает нам вопрос, вернее, телезрительница. У меня на лице есть пятна, а как надо ухаживать? Задает она вопрос. Вот, Гуляим, может быть, какой-то совет дадите? Так, получается, я как визажист могу сказать на макияж только. А если у нее пятна, получается, именно по косметологии, по косметологии я лично не занимаюсь. У меня чисто макияжи. А вот, может быть, какие-то вот советы из своего личного опыта? Из личного опыта, если при домашних условиях, специально обязательно кремами пользуйтесь, и тональным кремом, и корректорами. Еще одно сообщение нам пришло. Юлия нам написала: девчонки молодцы, так держать. Как записаться к вам на прием, Юля? Ну, у нас моя студия Марины Литвиновой. Вот, можно позвонить по номеру, можно сказать? Я думаю, что если это будет интересно, в принципе, может быть, в социальных аккаунтах где-то найти. Да, просто можно в интернете прописать «Студия Марины Литвиновой», и вы увидите все контакты. Как я поняла, это вот салон, который именно вы открыли? Да, сами лично. студию я открыла. Студия. Да. А сколько человек трудится у вас? У нас 6 человек, 3 стола маникюрных, 2 стола парикмахерских, 1 визажное кресло, вот, и реснички тоже мы делаем. Ну, девчонки такие молодцы, действительно доказываем, что девушки не должны зависеть от кого-то, должны быть красивые и успешны во всем. Какие советы вы можете дать по тому, как начать свой собственный бизнес именно в сфере красоты? У Чинары, кстати, тоже свой салон. Да, так как тоже являюсь директором салона красоты, у меня свой салон красоты, называется Мода Арт. Всем желающим, кто хочет найти, то в Инстаграме можете найти салон Мода Арт, _, KG, также Джунушева Чинара можете набрать без проблем. Как бы, чтобы начать бизнес, я думаю, нужно упорство и труд. То есть это постоянный труд, это надо трудиться 24 часа, обучения всякие разные. То есть это не только, вот я, например, тружусь в этой сфере красоты, да, не только по творчеству, да, например, не только мейкап, стилистика, парикмахерское искусство и так далее, да, но это и управление, ведение бизнесом. То есть надо посещать разные семинары, надо построить бизнес-план, бизнес расписать все надо, да, поэтому я думаю, это дополнительное обучение нужно, да, иметь, чтобы открыть свой бизнес. Очень дельные советы. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Чинара, Гуляим и Марина. Это обладательницы Гран-при выставки индустрии красоты под названием Beauty Expo. Мы сегодня говорим про различные виды деятельности именно по эстетике. Это прически, это визаж, это ногтевой сервис. Поэтому, если есть вопросы к нашим гостям, успейте их задать. Наша программа в скором времени подойдет к своему завершению. А сейчас, чтобы поднять всем вам настроение, я предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу. шепчет мне она. И звезды тоже с неба смотрят на меня, только на меня, только на меня. Прохладный ветер и
жизни без тебя. И sekarang sen jarang harap dunia bermain jarang yang sanggah jika yang sanggah bagus tamaran dunia bermain jarang yang sanggah. И sekarang sen yarım kara dünyanın dermanı yarımın sana Gideyim ben sana bağı bostan ara dünyanın dermanı yarımın sana. Ay señorita bonita, te quiero tocar esta noche, yo te quiero besar. Así de paso y lentamente conmigo a mi mundo latino te voy a llevar. Ay para darte mi corazón, para decirte que eres mi amor, que sin ti no puedo, no, no, que eres tú toda mi ilusión y que pudiera morir si no estás aquí, si no estás aquí, baby. И sekarang sen jarang harap dunia bermain jarang yang sanggah jika yang sanggah bagus tamaran dunia bermain jarang yang sanggah. И sekarang sen yarım kara dünyanın dermanı yarımın sana Gideyim ben sana bağı bostan ara dünyanın dermanı yarımın sana. Na na na, na na na, yeah. No no no, no no no, yeah. И sekarang sen jarang harap dunia bermain jarang yang sanggah jika yang sanggah bagus tamaran dunia bermain jarang yang sanggah. И sekarang sen yarım kara dünyanın dermanı yarımın sana Gideyim ben sana bağı bostan ara dünyanın dermanı yarımın sana. Oh oh oh, oh oh oh, oh. И sekarang oh oh oh, oh Зарядили нас положительной энергетикой талантливые ребята с команды Гавана Старс, а мы же продолжаем говорить на тему красоты. Вы смотрите программу «Кефир», и напомню, что с вами сегодня я, ведущая данной программы Аджамал Осмонова, а также наши гости. Это Чинара, Гуляим и Марина. Каждый из них является мастером именно в сфере красоты. Чинара радует всех девушек и не только, и даже молодых людей прическами стильными. Гуляим является мастером по визажу, а Марина мастером по ногтевому сервису. И мало того, девчонки заслужили награды Гран-при в выставке, которая совсем прошла недавно, называется она Beauty Expo. Ну что ж, во время музыкальной паузы нам поступили сообщения, и хочу начать с первого. Добрый вечер, мне 17 лет, мои волосы каждый день выпадают огромными клочками. Что мне стоит делать? Помогите, пожалуйста, написала нам телезрительница наша. Вот какой совет можно дать, Чинар? Ну, во-первых, сначала надо узнать, от чего падают волосы. То есть волосы могут падать либо от нехватки витаминов, стресса, нервов и так далее, да? Поэтому в первую очередь порекомендую сдать анализы, то есть чего не хватает в организме. Потом начать изнутри это все, а потом уже косметические какие-нибудь спреи, масла, есть ампулы всякие разные. Потом пользоваться уже ежедневно.
Хорошо, спасибо большое. Я думаю, уже мотают на ус наши телезрители эти полезные советы. Еще одно сообщение нам пришло, давайте я его сейчас также зачитаю. Девчонки, вам желаю успехов, написала нам Алтынай. И следующее сообщение нам написал телезритель, правда, немножко не по теме, ну что ж, я думаю, уже программа наша заканчивается, можно задать, видимо, есть молодой человек, который грезит познакомиться с такими красавицами. Девчонки, в каких местах вы отдыхаете и где вас можно встретить? Задает вопрос. Это, наверное, только на работе. У меня лично только на работе получается, и днями, и ночами работа. Ну, я мама 3 детей, поэтому я не отдыхаю. Я работаю на работе, потом работаю дома, потом на работе, потом дома. Смотря на вас, ни за что не скажешь, что вы мама 3 детей. Вот сейчас все молодые люди прям расстроились, я чувствую. Не, ну, лично меня можно найти везде, на самом деле, во всяких мероприятиях, тусовках. То есть тусовки это не клубы, а именно такие светские тусовки, где награды всякие, красная дорожка там где-нибудь там. То есть в интернете могут найти, консультироваться могут. То есть я ко всем открыта. В открытой коммуникации, очень здорово. Да. Так что можно найти... Мамой 3 детей вы не являетесь? Нет, также в фитнес-клубах можно найти, то есть где-то бизнес всяких, семинарах можно. В общем, жизненный, у вас жизненная кредо, активный образ и здоровье, это очень здорово. Ну, девочки, сейчас уже программа наша завершается. Я зачитаю сейчас последние сообщения, которые нам, сломя голову, пишут наши телезрители. Еще одно последнее сообщение. Я думаю, что немножко не по теме, но, может, девчонки, каждая из них сможет дать какой-то свой совет. Здравствуйте, мое лицо краснеет от холода. Какими кремами нужно пользоваться? Косметолога у нас сегодня, конечно, нет, но, может быть, какие-то советы Это лично от получается, вот где у нас косметика продают профессиональные, там специальные корректора есть и крема есть. Вы там можете купить и замазать, все. Хорошо. И еще одно последнее сообщение. Я думаю, юмора ради, я его все-таки зачитаю. У нас сегодня веселят наши телезрители. Привет, девочки, я вас хотел бы пригласить на гурманский шашлык. Написал нам молодой человек. Но с чувством юмора у вас все прекрасно, а если вот захотят реально угостить-то, пойдете? Ну, девочки, пойдете? Угощают, ну, наверное, идти надо, или не идти, ну, посмотрим. Смотря какой А вы человек. приходите и угостите наш коллектив тоже. Мы тоже любим шашлык, между прочим. Еще одно сообщение. Салам, Кеймус нам пишут. Ну что ж, на этом, я думаю, уже сообщения ваши читать перестану, к великому сожалению. Очень нас сегодня позабавили сообщения, очень много полезных советов дали наши гости. И напомню, что это были Чинара, Гуляим и Марина. Чинара – стилист по прическам, Гуляим – по визажу, а Марина – по ногтевому сервису. Сейчас традиционно хочется узнать у вас, девочки, какие грядущие планы есть на будущее, какие сюрпризы, какие проекты. Ну, планов много, на самом деле, так как я активный человек, и у меня очень много планов развития, открытия там еще сетей, салонов, например, да, также творчески развиваться. Это вот первый план, это съездить в Барселону. Воспользоваться таким шансом, который нам дают. Воспользоваться такими шансами, съездить в Барселону. Также, кстати, организаторы Beauty Med, я у них тоже недавно выиграла поездку в Питер. То есть первый план – это поездки, обучение, а дальше, конечно, бизнес, всякие проекты и творческого роста, думаю. Вот надо каждый год, то есть участвовать в таких в проектах, участвовать именно на чемпионатах, это дает развитие, это целеустремление, да, что-то такое, да, и поэтому я думаю, что я всегда буду участвовать в таких чемпионатах и, конечно, выигрывать какие-то призы. Ну что ж, мы вам пожелаем только удачи, девчонки, и немножко от вас хочется услышать. У нас, получается, вот тоже, как говорили, вот поездками поедем, куда-нибудь и
Оттуда, думаю, еще творческих успехов будет, и как бы век живи, век учись. Там, я так думаю, масштабно будет. Мы, как я говорила, мы же в прошлом году в Астану съездили, и в этом году выиграли. Я думаю, в Москву съездим, значит, еще где-то выиграем. Из-за этого творческие успехи будет. Ну да, наша команда, не только я, еще мои девочки, 2 заняли места, нам всем дали возможность побывать в Санкт-Петербурге, вот, поэтому мы все втроем планируем поехать, поучаствовать и развиваться. Мы молодая студия, развиваться во всех сферах. Вот, очень много идей, много планов. Будем стремиться делать вас красивее. Спасибо большое, девочки. Я была рада с вами сегодня побеседовать. Наших телезрителей тоже массу советов мы дали. И будем рады вас видеть вновь. И я думаю, что это не первая наша встреча. Желаю вам всегда достигать наивысших результатов, которых только можно добиться. Телеканал Киемуз будет следить за вашими новостями. Дорогие друзья, к великому сожалению, наша программа подошла к концу. Напомню, что на этой неделе мы говорим на тему красоты. Ну, а для тех телезрителей, которые сегодня задавали свои вопросы насчет проблем с кожей, я призываю вас всех включить наш канал в пятницу в 19:30 в это же время. Наш эфир будет посвящен теме косметологии и уходу за кожей, поэтому не упустите этот шанс задать свои накопившиеся вопросы специалисту. Я напомню, дорогие друзья, что партнером нашего телеканала является компания Шаро, родниковая вода «Легенда». Мы будем также, дорогие друзья, преследовать кредо «Красота спасет мир». Поэтому смотрите нас, а мы же будем всегда радовать вас. С вами сегодня была я, ведущая данной программы Аджима Осмонова. До скорых встреч. Пока-пока.